Грохот техники здесь не смолкает с начала августа. До первого снега строители должны завершить укладку 2 километров велопешеходных дорожек. 70% работ уже завершены, говорят архитекторы. Впереди озеленение, установка поребриков и нанесение разметки. Закольцованный велопешеходный маршрут будет создан по обеим сторонам Кремлевской дамбы. Дорожка для прогулок соединит центр семьи Казан и Кремлевскую набережную со стороны Кремля, а также набережную со стороны ГИМС с улицы Пролетарская. По проекту предусмотрен разворот под Кремлевской дамбой. Через каждые 200 метров по маршруту будут благоустроены смотровые площадки. На остановках казанцы смогут отдохнуть и припарковать велосипеды. Почти весь строительный материал отечественный. На самом деле производители МАФов, мы много парков тоже делаем, и в основном это татарстанские производители. Челны очень много производят. В Казани тоже есть производители. Брусчатки у нас завод, по брусчатке завод открывается, вы, наверное, знаете, тоже. В Зеленодольске, в Казани хорошие заводы открылись, поэтому таких проблем нет. Начать работы этим летом – поручение президента. В этом году маршрут под дамбой уже активно использовали не только горожане, но и туристы. У нас точно есть маршрут вдоль улицы Сибгата Хакима, вдоль улицы Декабристов. И наша задача связать их под дамбой для того, чтобы люди могли выехать на улицу Пролетарскую. То есть изначально в рамках стратегии развития реки Казанки было задумано реализовать велопешеходный маршрут, связанный, начиная от Голубых озер и заканчивая Волгой. И таким образом мы поэтапно, ежегодно двигаемся в рамках реализации этого маршрута. Дальше наша задача понять по инженерно-технической возможности устройства консолей во 2 новые связи, розовым отмеченные. Сегодня с ходом строительства ознакомился и Сурметшин. Мэру рассказали, помимо закольцованного маршрута над Казанкой могут появиться 2 консоли. Они соединят дамбу с Кремлевской набережной, а также с участком набережной со стороны ГИМС. Поскольку пешеходная взаимосвязь вдоль дамбы все больше и больше активизировалась, дошли руки и нашли возможности благоустроить. Будет 2-километровая пешеходная зона и велодорожка. Также мы высадим вдоль дамбы, уже на берегу, вдоль берега, новых 84 крупномерных дерева и порядка 42 тысяч газона, который будет с поливом, со скамейками, с освещениями. Не останется без внимания и Рыбацкий островок. А вот на Рыбацком острове велосипедных дорожек не будет. Это место для тихого пешего отдыха. К слову, эта территория считается часто подтопляемой, поэтому все работы по благоустройству будут проводиться на отметке 54. Это высота над уровнем воды, которая никогда под ней не остается. Основную часть работ завершат к концу года. Как отметил мэр, красоту наведут ранней весной, чтобы к летнему сезону велопешеходные дорожки облюбовали казанцы и гости города. Алия Хайрудинова, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.